Салям алейкум, здравствуйте. В эфире телеканала «Милет» программа «Стратегия развития». Крымско-татарский народ гордится своими танцами. Их величавость, грациозность и ритм придают им особую прелесть. Народный крымско-татарский танец, бережно сохраняя национальные традиции, все время находится в состоянии развития. Гость нашей программы – руководитель ансамбля крымско-татарского танца «Атеш» Медат Халилов. Салям алейкум, хош келдіңіз. Медат Бей, почему танец стал смыслом вашей жизни? К примеру, почему не боевое искусство, а именно танцы? Как все начиналось? Мне было 6 лет, когда родители меня отдали на гимнастику. Наверное, вот именно впервые я вышел на сцену именно как гимнаст. Мне тогда понравилось, мне аплодировали, хвалили все родственники, хвалили соседи, всем все понравилось. Далее занимался современными танцами, и, наверное, когда мне было лет 8-9, меня отдали в кружок крымско-татарского танца. За время, которое я занималось очень много мальчиков, но я был единственный, который постоянно, безизменно занимался именно этими танцами. А когда немного повзрослел, я понял, что танцы — это не мужское. Я решил пойти на бокс. Бросил все танцы, занялся боксом, 2 года занимался боксом, до момента, пока нас не пригласили в Крымско-татарский театр на концерт. Я сидел в первом ряду, вот как сейчас помню, концерт Миллетом. Я смотрю на танцоров, на артистов балета театра, которые выступают. Я вижу, как они порхают над сценой, как они зажигают, как они владеют сценой, владеют залом, ну и мною. То есть на тот момент, наверное, я потерял дар речи, я смотрел и восхищался ими. И в этот момент моя сестра, которая сидела рядом, говорит: вот, Медат, зря ты бросил танцы, а если бы продолжал, может быть, устроился бы в театр. И с этого момента я поставил себе цель. Я должен устроиться в Крымско-татарский театр артистом балета. На следующий день я бросаю бокс и опять начинаю заниматься танцами. Значит, вы вернулись, получается, Да, в то ремесло, которым начали заниматься. То есть именно артисты балета театра для меня были, наверное, таким толчком. То есть, увидев их выступление, я понял, что это на самом деле круто, это классно, и я хочу находиться на этой сцене. У вас есть опыт, да, как вы сказали, актером балета в Крымско-татарском академическом музыкально-драматическом театре. Каковы особенности работы, да, в этом направлении? Ну, знаете, работать просто танцором в ансамбле, я думаю, ну, это интересно, это хорошо, но работая в Крымско-татарском театре, мы не просто как танцовщики выходили на сцену, мы участвовали в спектаклях. То есть даже если мы там танцевали, мы были друзьями героев. Мы должны были что-то сыграть, мы должны были как-то отреагировать. Также я играл в спектаклях, так как я был самый молодой артист в театре. Я играл 16-летнего мальчика, я играл Кая, я очень много ролей сыграл, именно актерских. И, конечно, на сегодняшний день оно мне помогает. Оно помогает тем, что, ставя танец, постановку, я могу детям показать, я могу встать, показать как-то по-актерски, какое должно быть отношение, как мы должны реагировать на то или другое. И, конечно, Крымско-татарский театр во многом мне помог. Начиная от того, что именно в Крымско-татарском театре я научился правильно танцевать, я узнал, что возможно в крымско-татарском танце, чего невозможно. Да. Я набрался опыта в Крымско-татарском театре. Разносторонняя такая деятельность, конечно, и очень интересная. Очень интересно. И балетмейстер Мунир-ага Аблаев в тот момент, он вложил в меня очень много усилий. Мы не могли просто выйти с дежурной улыбкой танцевать на сцене. Мы должны были прожить этот танец, мы должны были сыграть его именно. И этим, конечно, полезен. Была командная такая работа, да? А есть ли для вас кумир в хореографии? У меня есть один кумир, это Елена Кировна Барткайтис. Ансамбль называется «Экситон». Находятся они в городе Ульяновске. Мы как-то попали на конкурс, и в жюри сидит Елена Барткайтис. Я понятия не имею, кто это. Конечно, на сегодняшний день хорошо, что у нас есть интернет. Я захожу, гуглю, смотрю, Елена Кировна Барткайтис, там куча регалий, человек года 2006 года. Ее ансамбль неоднократные чемпионы Европы, неоднократные чемпионы мира. Я посмотрел ее постановки. Я на самом деле был удивлен, в восторге. Я был в восторге. А еще больше я был в восторге, когда
мы часто ездим на конкурсы, и бывают разные члены жюри. И чаще всего после конкурсов бывает круглый стол членов жюри с руководителями ансамблей. И идет обсуждение каждого танца. То есть бывают такие жюри, когда мы оттанцевали, мы садимся, и я говорю, как вам мой танец? Они такие, а что за танец, а какой ансамбль? Начинают искать листочки, переворачивать, и ничего не могут сказать. Да-да, неплохо, молодцы, хорошие ребята, все красиво. Елена Кировна Барткатис в этом смысле такая. Конкурс идет с 8 утра до 8 вечера. Мои дети выступают в 10 часов утра. 8 часов вечера, круглый стол. Она без единого листочка, без планшета, без ничего, она обговаривает каждый танец, доходит до моего танца и говорит, так, Атэш, ага, смотрите, вот у вас в таком-то танце в первом ряду стоит мальчик после круга. Я бы его перевела во второй ряд, потому что у него там что-то, ручка чуть-чуть повисла, можно, и она полностью подробно мне рассказывает весь мой танец. То есть у нее уникальная память, она Она видит это, да, она все это видит, она не записывает ничего, она смотрит, запоминает, говорит все ошибки, она очень много мне советует. И на сегодняшний день, если я слежу за ее жизнью, я слежу, где она находится, если она находится в Крыму, если она дает какой-то мастер-класс, то я обязательно там. Если она сидит в жюри, я обязательно своих детей везу на этот конкурс. Гениально. Сегодня вас знают как руководителя ансамбля крымско-татарского танца «Атэш». «Атэшу» 3 года. О нем говорят, и это уже успех, верно? Но все же вы помните, как зародилась идея создания этого? Почему именно «Атэш»? Помимо основной работы, мы все работали на свадьбах. Мы танцевали на свадьбах. И это был основной доход. Это было... и, наверное, только к свадьбам в основном мы и готовились. Я много танцевал с девочками в паре. И в какой-то момент со своим другом Эльдаром Джалиловым мы решили создать дуэт. Поставить какой-то новый танец, что-то новое такое, чтобы это запомнилось людям, чтобы это понравилось. Мы решили поставить танец мужской. Я в 27 лет решил заняться акробатикой. Да, несмотря на возраст, как бы уже поздний для акробатики, я научился делать в 27 лет сальто вперед, сальто назад, фляки, то есть много акробатических элементов. И мы поставили танец с акробатическими элементами. Мы сели, мы нарисовали полностью новый эскиз костюма, мы придумали новые какие-то движения, мы придумали новую музыку. Все это записали, и мы начали танцевать. Вот именно в этот момент, наверное, мы стали немного популярными. И после этого танца ко мне начали люди именно на свадьбах подходить и говорить, а вы не преподаете? Нет. А почему не преподаете? А вот я бы к вам отдал сына, а я бы к вам отдала дочку. И после вот таких вопросов у меня начала созревать мысль. Да. А почему бы на самом деле не преподавать? Почему бы не поделиться своим опытом? Почему бы не создать свое что-то? Да. И когда таких вопросов стало все больше, когда люди начали подходить, я начал у себя в блокноте ставить галочки. Кто бы мне отдал своего ребенка обучать? И я решился. Я решил открыть свою студию. И открыл студию. Когда мы создали дуэт, мы долго думали над названием. Не помню почему, не знаю почему, но мы его назвали «Атэш». Было много вариантов. Было. Да, так получилось. Говорят, что как лодку назовешь, так она и поплывет. На самом деле у меня ребята сейчас танцуют, они на самом деле «Атэш». Но когда мы назвали, мы об этом не задумывались. А когда уже создал ансамбль, я долго не думая, я взял название нашего дуэта. Именно поэтому название «Атэш». Алла ярдәмче булсын. Раза olsun, sağ olun. Какие итоги за эти 3 года вы можете подвести? За 3 года с 25 человек наш ансамбль вырос. На концерте отчетно выступало 260 детей. Машаллах. На сегодняшний день уже перевалило за 400 детей. То есть, я думаю, это какое-то достижение. Это достижение того, что все больше и больше людей хочет заниматься именно нашими национальными танцами. Когда я занимался в коллективе, у нас занималось 30 детей. В нашем ансамбле сейчас занимается намного больше. За время моих занятий танцами, я не знаю, может быть, потому что не было конкурсов, может быть, просто мы не выезжали. У меня нету ни одного диплома, ни одной медали, ни одного кубка дома. Хотя я занимался с 6 лет. На сегодняшний день те дети, которые у нас занимаются,
а те, кто занимаются уже более 2 лет, я думаю, они могут гордиться и хвастаться Своим перечнем, да, кучей дипломов. дипломов, медалей. За 3 года наш ансамбль более 80 раз стал лауреатом 1 степени. Маша. 7-кратный обладатель Кубка Гран-при. И в этом году, в апреле месяце, мальчики в возрасте с 9 до 12 лет стали чемпионами России по народным танцам в шоу-дисциплине. То есть это не абсолютные чемпионы, а вот именно по определенному профилю они стали чемпионами России. У вас больше мальчики ходят или девочки? Кто преобладает? Наверное, где-то равное количество. Равное, да? Мы часто приезжаем на конкурсы или на выступления, и часто бывает так. Приезжает коллектив из 40 человек, у них 1 мальчик. Да. Да, или 2 В этом же мальчика. и Если проблема 3, возникает. это уже да. И когда выходят на сцену мои 30 богатырей, у всех глаза, Шок. все в шоке, все спрашивают, где вы их набираете? А на самом деле, может быть, даже ребята, пришедшие к нам на занятия, кого-то приводят родители, кого-то друзья, кто-то не хочет, но те, кто занимаются сейчас танцами, они именно любят танцевать, и именно мальчики. Они знают, зачем они пришли. Они туда. знают, зачем они пришли, и Им это даже часто родители мне рассказывают, что самое большое наказание для ребенка, то есть ребенок что-то не делает, родители говорят, если ты это не сделаешь, ты не пойдешь на танцы. То есть это самое большое наказание на сегодняшний день для детей, которые к нам ходят. Это приятно, да? Это очень приятно. Несмотря на то, что это наказание для деток. Мгм. Давайте поговорим о ваших воспитанниках. Сколько сегодня у вас их? Вот вы сказали, да, 400? Ну, более 400, да. 260 детей, которые уже выступают, которые выходили на сцену. Мгм. Каков возраст? У вас только дети? Нет, у нас занимаются от 3 лет, то есть вообще у нас набор с 4 лет, но многие родители просят взять детей с 3 лет. Мы пробуем. Если этот ребенок воспринимает информацию, если он повторяет, да, конечно, мы берем этого ребенка. Но чаще всего бывают проблемки, то что в таком возрасте детки еще привязаны к родителям. И поэтому они плачут, просятся к родителям. Ну, если 2-3 занятия они проводят у нас, они привыкают к нам. Я даже могу посостязаться с любым аниматором или клоуном во время занятия с детьми с 3 лет. Потому что, конечно, на первых занятиях мы не можем дать какие-то элементы. Да. Больше игровое, больше привлечения ребенка именно к нашему ансамблю. Есть детки, которые в первый раз выходили на сцену. Конечно же, на концерте было это видно, они что-то забывали, что-то, но это были такие искренние, настоящие дети. Как бы я думаю, для первых разов, для первого выхода на сцену это было все равно очень круто. А кто вам помогает справиться с этими детьми? У меня есть помощники, у меня есть и мальчики, и девочки. Это наши же воспитанники, ребята, которые с первых дней занимаются в ансамбле, которые приходили в первое время просто а можно помочь? Подходили, помогали деткам, что оставались больше, приходили раньше. И я вижу, что в будущем это будут очень сильные хореографы, будут очень сильные тренера. Есть Асия Абдураманова, которая с первого дня со мной, со дня открытия, создания ансамбля, она мне помогала. Это человек, она как губка. То есть она находилась всегда рядом, она все запоминала. И на сегодняшний день, если я отвлекаюсь, я вижу, что она занимается с детьми, она говорит моими словами, она показывает моими жестами. То есть Это приятно. это приятно, это хорошие в будущем педагоги. Медатбей, скажите, как профессионал, чтобы стать успешным танцором, важен талант или усиленная работа над собой? Знаете, я из тех людей, которые считают, что не существует таланта в танце. То есть дети, которым дается немного легче, немного быстрее. Они немного быстрее осваивают информацию. А есть кому немного сложнее. То есть я сам из таких детей был, который не запоминал с первого раза. Для того, чтобы выучить какой-то элемент, моим друзьям необходимо было минут 15. Мне, может быть, на что-то уходило около 2 часов. Я всего добивался своим трудом. И приходил раньше на занятия, уходил позже всех. И поэтому вот у нас в ансамбле не существует солистов. У нас нету лучших, нету худших.
у нас все на равных. Если ребенку дается немного сложнее, просто немного больше времени надо, немного больше нужно повторений, то мы этого ребенка оставляем, мы вызываем на дополнительные занятия, мы занимаемся, и наша задача сделать всех детей одинаковыми. То есть, конечно же, мне было бы легче выбрать из 200 детей 15-20 детей, кому дается легко, которым показал, они повторили, и я бы с этими детьми постоянно выезжал бы на конкурсы и выигрывал. Но моя задача, чтобы каждый ребенок танцевал на уровне, чтобы, придя в ансамбль, он научился не просто протер штаны, и просто родители тратят время, тратят деньги на то, чтобы водить, шьют костюмы, чтобы ребенок вышел с определенной базой, с определенной информацией, чтобы в будущем, будет он танцором, будет врачом, неважно, чтобы он смог танцевать, чтобы он в любом обществе смог выйти и показать, насколько красив наш национальный танец. Расскажите, что является особенностью в постановке крымско-татарских танцев? Вы знаете, у каждого народа свой танец, у каждого народа своя культура, своя история. И, конечно же, у крымских татар тоже свое. Поэтому при постановке танцев мы учитываем все моменты, которые позволительны или непозволительны. То есть, конечно же, у нас нельзя взять за руку девушку. Да? У нас девушка не может нагло смотреть на парня. То есть все эти моменты мы учитываем. Мы добавляем какие-то новые элементы, мы пытаемся развить танец, что-то новое создать. Но все в рамках пределов. Мы ставим танцы, да, есть, конечно, где-то шуточные танцы, где, может быть, мы где-то что-то перебарщиваем, заходим за пределы, но в основном взять, к примеру, танец Агрова. То есть все знают, это наш традиционный танец. Танец, в котором мужчина, он настоящий орел, да? Темпераментный, жесткий. Вот мы в этом танце пытаемся показать именно жесткость мужчины, силу мужчины, показать нежность девушки, показать ее мягкость, какую-то грацию. Да. Ну, как бы вот по таким. Прекрасно. Как попасть к вам в ансамбль? Какие основные критерии, возможно, у вас есть? Для того, чтобы попасть в ансамбль, достаточно мне позвонить или прийти к нам в ансамбль. Мы берем всех детей, совершенно всех. Единственное, если ребенок не привязан к маме и к папе, если ребенок не убегает, если ребенок не плачет, остальное все уже наша задача. Наша задача научить, показать. Еще раз повторюсь, если у ребенка не получается, это уже моя вина, что я плохо научил, что я не оставил этого ребенка на дополнительное, то, что я с ним не отработал 1000-2000 раз. Берем всех детей. А работаете ли вы со взрослыми? Да. Знаете, стал популярный танец для взрослых. Очень часто обращаются к нам ребята. Чаще всего, конечно, это женихи и невесты, у которых скоро свадьба, и они хотят научиться красиво танцевать. Как медленный танец, то есть, так и быстрый. Часто мы ставим постановки Агрова для жениха с невестой. Часто приходят даже родители женихов с невест, когда они обращаются, говорят, скоро у моего ребенка свадьба, там мне придется много танцевать, я хочу красиво танцевать. То есть были случаи, когда приходили люди за 50, за 60 лет, и они занимались танцами. У нас есть группа для себя. Люди разных возрастов, то есть есть и 15 лет, 20 и 45 лет. Люди, которые приходят, хотят научиться танцевать для себя. Мы изучаем основные элементы определенные, учимся из них делать комбинации, учимся импровизировать, мы становимся круг, мы делаем там прям праздник, мы танцуем, выходим по очереди в середину, танцуем, то есть полностью готовим молодежь к выходу в общество. Машаллах. Очень интересно, да, что приходят не только дети, но и все желающие. Да, и все больше и больше желающих. То есть у нас курс на 3 месяца для тех, кто хочет для себя. То есть в эту группу набираются от 20 до 30 людей. То есть за 3 года уже большое количество людей, молодежи научилось для себя танцевать.
И это радует. Радует то, что им интересно танцевать, им интересно правильно научиться танцевать и красиво выступить при людях. То есть если маленького ребенка, может, кого-то еще сначала заставляют, Да. а родители объясняют, то, что это надо, это тебе понадобится. Так же, как у нас было в школе, да? У нас всегда родители заставляли учить английский. Да. Мы этого не хотели. Но сейчас, повзрослев, я понимаю, выезжая куда-то за границу, английский язык нам на самом деле нужен. Нужно им уметь владеть, да. Также и танцы. Да, давайте поговорим о вашем ансамбле. Как создается репертуар его? Как формируете репертуар? И насколько востребован народный танец? Танец народный востребован. Вы знаете, мы приезжаем, опять же, на конкурс. И чаще всего народных танцев не очень много. Сейчас появилось очень много разных направлений современных. И дети, наши дети, которые танцуют народный танец, они смотрят на эти новые направления, смотрят на современные танцы, закрывают глаза, подходят ко мне и говорят: Медотага, что они танцуют, что это вообще такое? То есть наши дети, они любят народный танец. Да. Я не знаю, из-за того ли, что я люблю, танцуют народный танец, из-за этого или на самом деле это так, но я тоже, я не понимаю современные танцы, я не получаю от них удовольствия, я не вижу в них ничего интересного. Когда танцуют народный танец, будь это русский народный, украинский, армянский, какой бы танец ни был, он интересен, он зажигает на сцене. Там можно показать характер, можно показать свою культуру. Духовные ценности, да, он Да. несет. И даже выезжая за пределы Крыма, к примеру, мы выезжали в Сочи. Многие люди подходят, видят наш костюм, они не знают, кто такие крымские татары. Они спрашивают: а что вы за народ? Что это такое? То есть видят халпах, видят ичиги, на ногах сапоги. А откуда вы с Кавказа? Мы им объясняем, что мы крымские татары, мы из Крыма. Мы танцуем, им интересно, они наблюдают за нашими танцами. А когда еще и мы выигрываем этот конкурс, то, конечно, вдвойне приятно. То есть мы популяризируем свой танец, мы показываем другим народам свой танец, еще и побеждаем. То есть они запоминают нас, конечно, как крымских татар, и они запоминают то, что как танцуют крымские татары. Поэтому я думаю, что наш танец нужен, народный танец, он популярен и востребован. Вы таким образом знакомите, да, наш народ. Да, выезжая в Москву, Краснодар, куда бы ни было, мы выезжаем, мы знакомим Публику, да? публику, да, именно с нашей культурой, с нашей историей. А как долго разучиваете танцевальную постановку? Много ли для этого вам нужно времени? Всегда по-разному. Вы знаете, бывает, что мы можем поставить танец за несколько занятий. Да, на отработку этого танца уходит больше времени в зависимости от возраста. Бывают танцы, которые созревают очень долго. У меня есть танцы, мысли, идеи, которые крутятся в голове уже несколько лет, но я никак не могу начать их ставить. То есть еще не созрела, не дозрела идея, не дошло. На какую-то постановку уходит год. Есть постановки, которые мы начали ставить несколько лет назад, но мы не доделали их. И вот сейчас я еще думаю над ними, мы обязательно их доделаем. Поэтому это все индивидуально. Понятно. Какие планы у ансамбля «Атеш»? В первую очередь, научить как можно больше наших детей танцевать крымско-татарские танцы. Привить любовь к танцу. Ну и, конечно же, я не раз говорил о том, что у каждого народа, я думал об этом еще, наверное, в школьное время, есть свой танцевальный ансамбль, который известный на весь мир. То есть в России это государственный ансамбль Игоря Моисеева. На Украине это ансамбль Павла Вирского. А в Грузии это ансамбль Сухишвили. В Чечне это ансамбль «Войнах». То есть у каждого народа свой есть государственный ансамбль, есть свой всемирно известный. То есть куда бы, в какую точку мира они ни приехали, этот народ узнают по их ансамблю. И я хочу, чтобы наш крымско-татарский народ узнавали тоже
во всем мире. Не так, что мы уезжаем вот сюда где-то недалеко и нас не знают. Я хочу, чтобы во всем мире знали крымско-татарский народ, знали его по танцам. И когда хочу, чтобы ансамбль «Атеш» вот именно был визитной картой крымско-татарского народа во всем мире. Медат Бей, çok sağ olun, что пришли к нам и ответили на все наши вопросы. Мы желаем вам успехов в достижении ваших целей. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Это была программа «Стратегия развития». Следите за нашими эфирами.